Куда вы ходили? Просто куда? Продаете же пиво просто у вас с 2 часов же только. Ну, Ну, продайте мне. нет. Почему? Почему? Такие ответы мы услышали во всех магазинах, где мы сами решили побывать и проверить, осуществляется ли продажа алкоголя в магазинах. Но сложилось впечатление, что мы попали не в то время. Кое-где даже намекали, что заведующие в магазине поэтому не будут продавать пиво. Нет, я сказала, начальство. С этого года, со вступления нового закона, в нестационарных торговых точках категорически запрещено продавать алкоголь, а в магазинах, где есть лицензии, реализуют только с 2 часов дня до 8 вечера. Проверки со стороны правоохранительных органов начались с первого дня Нового года. За эти несколько дней в Якутских районах обошли немало ларьков и магазинов. В результате в Якутске выявлено 12 нарушений, в районах только 4. Я представляю тех, кто закрылись. У нас вот квадраты позволяют. А если кто кредит взял, конечно, это убыль. Понимает тот, кто, ну не знаю, будет пить. Все равно найдут, где можно купить. Киоски все равно продажу ведут однозначно, как бы не было. Это мы боимся, у кого лицензии есть. Действительно, как оказалось, владельцы магазинов со вступлением в силу нового закона боятся потерять лицензию. Ведь за нарушение грозит не только штраф, но и изъятие всей алкогольной продукции, а также лицензии. В тех киосках, которые по городу идут, людям не продают, и они пиво начали снимать с своей продажи. Это есть такое. Но есть те, которые все равно нарушают закон, якобы не знают, якобы о том, что это действует, не действует этот закон. Когда они составили протокол, они ясно поняли, что это федеральный закон все-таки вступил в силу. Проверки будут проводиться постоянно, и если есть нарушители, в отношении них не только заведут дело, но и внесут в черный список. То есть муниципалитетам будет рекомендовано не выдавать им лицензию на реализацию в дальнейшем алкоголя любого вида. Георгий Сергеев, Карл Ларионов, Николай Необутов, НКСХ, Якутск.